Окей, добрый день всем. Labdien visiem šodien! И мы рады вас приветствовать на этом семинаре. Esam priecīgi jūs sveicināt šajā seminārā. Ты не жертва своих обстоятельств, Tu он neesi называется. savu apstākļu upuris. И сегодня меня будет переводить Гита Бумбуре. Šodien jums tulkos Gita Bumbure. Я очень благодарна ей за это. Esmu ļoti pateicīga Как viņai. мы все. Вот, мы начнем. Mēs sāksim. Я думаю, что это будет большое благословение, этот семинар, для тех, кто сегодня здесь, и для тех, кто будет смотреть онлайн. Es domāju, ka šodien tas būs liela svētība tie, kas klausīsies šeit un skatīsies online. И цель семинара – это сделать чью-то жизнь немного лучше. Semināra mērķis ir veikt kaut ko labāku mūsu dzīvēm. И я верю, что я буду делиться принципами и примерами, которые мы можем к себе. Es dalīšos ar piemēriem, ko mēs varēsim pielietot savā dzīvē. И мы знаем, что у нас у всех есть свои жизни, свои судьбы. Mēs visi zinām, ka mums ir katram savu dzīvi, savs liktenis. И мы в жизни сталкиваемся с разными ситуациями. Un dzīvē mēs saskaramies ar dažādām situācijām. У нас у всех разное детство. Mums katram ir sava bērnība, У нас у всех разная судьба. katram mums ir savs liktenis, У нас у всех разные пути. mums katram ir savs ceļš. И у нас у всех есть искушение Mums visiem ir un katram ir kārdinājums šajā dzīvē, в izaicinājums какой-то проблеме или в ситуации начать жалеть себя kaut kādā situācijā vai problēmā žēlot sevi и впасть в вот это состояние, внутреннее состояние жертвы. un iekrist šajā upura stāvoklī. Например, Piemēram, вот себя приведу в пример. no sevis piemēru došu jums. Я сейчас в декрете, Es šobrīd esmu dekrētā. и моему малышу почти год. Manam bērniņam ir tikpat kā gads. И, честно говоря, когда я устаю Godīgi много, sakot, kad es piekūstu, у меня тоже есть искушение начать жалеть себя. un man arī ir vēlēšanās gausties, Какая я несчастная, Cik es- какая я уставшая, cik es esmu nelaimīga, kā es esmu piekusis, какая моя жизнь сейчас изолирована, потому что я уделяю много ребенку времени. jo šobrīd man dzīve ir izolēta, jo daudz jāveltī laika bērnam. Не могу быть там, где я, например, бы хотела на мероприятии каком-то. Nevar atrasties tur, kur es tagad vēlētos, vai kādā pasākumā, piemēram, Или делать то, что я бы хотела. vai darīt to, ko es vēlos. Или могу, если впаду в это состояние жертвы, могу начать думать о тех, у кого нет детей, какие они счастливые, беззаботные. Nu, ja es iekrītu šajā upuru stāvoklī, tad es sāku domāt, ko es varētu izdarīt, ja man nebūtu šī bērna. Вот знали бы они, что такое день и ночь быть мамой. Ja viņi zinātu, ko tas nozīmē būt dienu un nakti par mammu. То есть искушение впасть в это состояние жертвы. Ir izaicinājums iekrist šajā upuru stāvoklī, Но вместо этого я могу bet tieši tajā vietā es varu наслаждаться моментом, пока я с маленьким ребенком. izbaudīt šo mirkli ar šo mazulīti. Ведь этот момент, он короткий, когда ребенок маленький. Это просто, как отрезок жизни. Šis mirklis ir īs, ļoti īs mirklis, tā kā maziņš nogrieziens no mūsu dzīves. То есть у меня есть выбор, либо мыслить так, когда я уставшая, впасть в состояние жертвы, либо сказать себе другое. Man ir izvēle, vai nu gausties, vai pateikt sev ko citu un iet citu ceļu. Знаете, когда я была беременная, Kad es biju stāvoklī, у меня также были моменты, man bija tādi mirkļi, когда там ногу тянуло, kad savilku kāju, или когда тошнило. kad slikta duša bija. Вот эти моменты беременных. Šie stāvokļi Тоже mirkļi. можно было начать жалеть себя и сказать, вот женщина жертвует своим телом.
Nu, to arī varētu nosaukt un varētu gausties. Es kā sieviete esmu upuris. Своим здоровьем жертвуют. Es upurēju ar savu veselību. Появятся растяжки у меня на теле. Uz ķermeni parādīsies strīs. Ну, то есть начать жалеть себя, впасть в это состояние жертвы. Un sākt žēlot sevi un iekrist šajā upuru stāvoklī. Или по-другому смотреть на вещи. Vai arī citādi skatīties uz Какая šīm lietām. честь быть мамой и беременной. Kāds gods ir būt par māmiņu. Знаете, я специально говорю такие практичные вещи, потому что на самом деле все практично. Es speciāli saku šīs lietas, jo viņas ir tomēr praktiskas. И самое интересное, что когда человек с мышлением жертвы, ему говоришь выход из ситуации, Kad upuri cilvēkam saka izēju no šīs situācijas, он как бы слушает viņš it kā klausās и спрашивает, un jautā, но делать ничего не хочет. с bet этим. darīt neko nevēlas. Он жалуется, как все плохо. Viņš žēlojās, cik viss ir Но slikti. практически ничего не делает, когда ты ему советуешь. Bet praktiski viņš nedara neko, ja tu viņam padomu dod. Например, человек с мышлением жертвы, это у которого мало друзей или нет друзей. Piemēram, cilvēks upuris, viņam ir ļoti maz draugi. И он обвиняет, вот все люди такие плохие, все предают. Un viņš aizvaino visus cilvēkus un saka, visi slikti, visi tev nodod, Все какие-то не такие, visi nav tādi un tādi. все плохие, кроме него. Visi ir slikti, izņemot viņu. То есть находит кого обвинить и снять с себя ответственность. Viņš atrod kādu, ko var par vainīgu uzskatīt un noņemt no sevis vainu. Человек, у которого есть мышление победителя, то есть не жертвы, Cilvēkam, kam ir uzvarētāja domāšana, nevis upuri, он всегда на себя хочет, то есть несет ответственность сам. viņš vienmēr atbildību nes pats. То есть, если, допустим, у меня мало друзей, Piemēram, ja man ir maz draugu, я себя спрошу, почему у меня мало друзей, что во мне надо изменить. То есть ответственность я возьму на себя. es sev pajautāšu, kāpēc man tik maz draugi, un atbildības uzņemšos uz sevi. Вместо того, чтобы кого-то обвинять. Tai vietā, lai kādu vainotu. Еще один пример человека жертвы, это, например, когда мужчина изменяет жене, Vēl viens piemērs, piemēram, vīrs izmaina sievai, и женщина начинает думать, что все такие мужчины un sieviete sāk domāt, ka visi ir tādi vīrieši, предатели, и nodevēji, становится в позицию жертвы. un viņi kļūst par upuru. То есть и здесь ответственность на нас самих. Мы принимаем решение либо так думать, либо сказать нет, есть хорошие, допустим, мужчины. Šeit ir atbildība uz mums. Mums ir izvēle vai domāt, ka viņi ir slikti, vai Или думает, что все мужчины такие, или берет ответственность на себя и говорит, нет, есть и хорошие. vai domāt, ka visi slikti vīrieši, vai ņemt atbildību uz sevi. Также последний пример мышления жертвы, чем я хочу поделиться, это, например, работать на работе, которая не нравится. Strādāt darbā, kurš tev nepatīk, Или на которой мало платят. vai kur tev maz maksā. И ты знаешь, что это, ты мучаешься в этом. Tu zini to, ka tas ir slikti, un tu tajā mocies. Тебе не нравится это. Tev nepatīk, Но ты все равно продолжаешь идти этим путем и ничего не меняешь. bet tu tik un tā turpini iet šo ceļu un neko nemaini. И так думает человек, у которого мышление именно жертвы. Tā domā cilvēks, kuram ir upura domāšana. И, знаете, в Индии много слонов, и там дрессируют слонов. Ir daudz ziloņu, kurus trenē tur. И есть такая
такой проверочный факт, Ir tāds pārbaudas fakts, что когда слоненок маленький, kad zilonēns ir maziņš, его ногу могут привязать к столбу. Viņu kāju pieķēdē pie tapas. И он сначала дергается, Viņš sākumā raustās un а raustās, потом перестает дергаться. bet pēc tam pārtrauc. И самое интересное, что если долгое время так со слоном поступать, Ja ilgu laiku ar zilonīti tā rīkosies, то слон, когда вырастает, kad zilonītis izaug, и несмотря на то, что он уже большой и сильный, neskatoties to, ka viņš ir pieaudzis un spēcīgs, он не понимает этого. Он все равно думает, что его судьба – это быть привязанным к этому столбу. viņš to nesaprot un turpina domāt, kad viņš ir piesiets pie šī staba. То есть состояние жертвы – это состояние бессилия. Upuru stāvoklis, tas ir bezspēcīguma Хотя, stāvoklis. хотя это не соответствует истине. Ты уже взрослый, но поступаешь так, как будто ты еще маленький или не способен что-то сделать. Kaut arī tas neatbilst patiesībai, jo tu jau esi liels, bet joprojām domā, ka tu esi maziņš un bezspēcīgs. И очень часто в нашей жизни случаются факты. Bieži mūsu dzīvē ir šādi fakti. Например, все ждут светлого будущего и ожидают здоровых детей, например. Piemēram, visi domā, gaišu nākotni un gaida veselus bērnus. Хотят хорошую работу. Grib labu darbu. Да, кто видит себя здесь в хорошем свете? Никто не ждет, что у него будет больной ребенок или плохая работа, да? Kurš sev šeit redz, ka viņam būs labs darbs un labs bērns? Или долги, например, да, у кого? Vai, piemēram, kādam būs parādi? Все мы живем, и мы надеемся и ожидаем лучшего. Mēs visi dzīvojam un gaidām to labāko šajā dzīvē. Мы надеемся, что наши дети, когда вырастут, будут уважать нас, почитать. Mēs ceram, ka mūsu bērni izaugs pieauguši, ka viņi cienīs mūs. Также дети, они надеются, что родители будут уважать их. Tāpat arī bērni cer, ka vecāki viņus cienīs. Уважать их выбор. Cienīs arī mazbērnus. И способность быть или не быть жертвой обстоятельств, это привычка реагировать, именно наша реакция на ситуации отвечает за это. Spēja būt par upuru šajos apstākļos, tā ir mūsu reakcija, izvēlēties, būt par upuru vai nē. Знаете, я здесь не говорю сейчас о ситуациях, например, когда ты теряешь работу. Es šeit nerunāju par situāciju, ka tu tagad zaudēsi darbu. И у тебя печаль от этого, грусть. Un tev no tā ir skumīgi. Это нормально. Tas ir normāli. Да, если что-то происходит в жизни, у тебя есть грусть. Ja tev kaut kas dzīvē notiek un tev ir skumjas vai bailes, tas ir Но normāli. ненормально, когда эта грусть, она затягивается на годы. Bet tas nav normāli, ja tas ieilgst uz vairākiem gadiem. Когда это перерастает в такое состояние страдания. Ka tas pāraug tādā ciešanas stāvoklī. Это уже говорит о состоянии жертвы. Tas jau liecina par upuru Ну что stāvokli. такое жертва, что такое труп, да? Ну вот труп, Ko nozīmē upuris vai līķis? литис. Это значит, когда ты трогаешь человека, а он не способен тебе ответить. Ему все равно, он мертвый. Kad tu upurim pieskaries, viņu rausti, viņš nereaģē, jo viņš ir miris. У него нету реакции. Viņam Ему nav все reakcijas. равно, что происходит в жизни. Viņam ir pilnīgi vienalga, kas notiek dzīvē Ему apkārt. все равно, что его не уважают. Viņam ir pilnīgi vienalga, ka viņu kāds neciena, Что его не уважают, допустим, его родственники, что его не уважают коллеги. ka viņu или neciena друзья. radinieki vai kolēģi vai draugi. И он не в силах или боится что-то поменять в своей жизни. Viņam nav spēka, viņš baidās kaut ko viņš nebaidās mainīt kaut ko savā dzīvē. Например,
женщина, мы знаем эти все истории. Это когда в семье муж тиран, допустим. Piemēram, mēs visi zinām, ka ģimene sievietē, ja vīrietis ir vardarbīgs, Да, женщина страдает, но ничего не делает, чтобы выйти из этой семьи, из этих отношений, когда он поднимает, например, руку на нее. Sieviete cieš, bet viņa no šīs situācijas neiziet un neko lietas labā nedara. Viņa paliek tajā vidē, tajā ģimenē. И все зависит от нашего мышления. Bet viss ir atkarīgs no mūsu domāšanas. Например, человек без работы Piemēram, cilvēks bez darba в одной ситуации думает, что ура, Бог открывает для меня новую дверь, новые возможности, новую работу. Будет лучше. vienā situācijā cilvēks domā, urā, tas ir ļoti jauki, jo Dievs atvērs durvis un man būs citas iespējas. А в другой ситуации Bet citā situācijā человек думает, что я неудачник, cilvēks domā, ka esmu neveiksminieks, и пойдет в депрессию, и почувствует, что он жертва обстоятельств. ieies depresijā un būs apstākļu upuris. Или, например, у девушки и парня распались отношения, разбились. Piemēram, meitenei ar puisi attiecības ir izjukušas. Один думает, аллилуйя, Бог даст мне лучше, Viens domā, aleluja, Dievs man dos ko labāku, а другой расценит, что его бросили, что он некрасив, что она некрасивая, что она такая вот не такая. bet citi domās, ka viņa ir neglīta, ka viņa ir slikta, То есть как, sevi necienīs. как мы смотрим на ситуацию? Jā, ir svarīgi, kā mēs skatāmies uz situācijām. Знаете, я помню, я работала в кризисном центре Скалбас, Es atceros, kad es strādāju krīzes centrā Skalba. и позвонила одна женщина, Piezvanīja viena sieviete. она была в инвалидном кресле, Viņa bija invalīdu krēslā. и она мне Ratiņos. начала рассказывать, как ей плохо жить, у нее ограниченные возможности, Cik viņai slikta dzīve, ka viņa ir ierobežota. и как она всех уже раздражает, достала уже, всех раздражает, из-за того, что она не способна многие вещи сделать сама. Viņas savus apkārtējos visus izaicina un satrauc. И знаете, я ее выслушала, Es viņu paklausīju, я с ней Uzklausīju. согласилась, es ar viņai piekritu. но потом я ей сказала, хорошо, но у вас есть сегодня, еще вы жива сегодня. Bet es viņai teicu, bet jums ir labi, jo jūs esat šodien šeit. У вас есть дело, которое приносит вам радость. Vai jums ir lieta, kas jums nes prieku? И она начала думать Viņa sāka domāt, и перечислять, о, я умею шить, sāka uzskaitīt, es māku šūt, мне нравится готовить man patīk и gatavot. так далее. Я Ну, да, говорю, талак. я ей сказала, сделайте акцент вот на этом. Un es viņai saku, beiciet akcentu uz šo. Также я ей сказала насчет передачи Джойс Майер, одной проповедницы очень известной. Es viņai ieteicu noklausīties raidījumu par Džoisu Maieru. Это женщина, которая согласилась не быть жертвой своей жизни, обстоятельств. Šī sieviete izvēlējās ceļu nebūt par upuri šajos apstākļos. Мы все уже знаем это. Mēs visi jau zinām par viņu. То есть, пока мы живем, у нас есть сегодня возможность не быть жертвой. Kamēr mēs dzīvojam, mums ir šī iespēja šodien nebūt par upuri. И у нас есть выбор, Un mums ir izvēle, как нам мыслить, kā mums domāt, какие решения нам принимать. kādas lēmumus mums pieņemt. И мышление жертвы, человек с мышлением жертвы, Cilvēks ar upuru domāšanu, он всегда обвиняет, как я уже говорила, кого-то или что-то в своей проблеме. viņš vienmēr kādu vainos savā dzīvē, problēmā, situācijā. Например, страна плохая, Piemēram, valsts slikta, начальник плохой, vadība slikta,
жена, муж плохой, sieva vai vīrs сын, slikts, дочь плохая, meita dēls, не туда пошел учиться, ne tur aizgāja не mācīties, та работа ne tas darbs и так далее. un tā Но tālāk. при этом ничего не меняет. Ну, вот он говорит, что страна плохая, да? Bet tajā pašā laikā viņš neko nemaina. Nu, jā, saka, slikta valsts. Ну так уедьте в другую страну, где будет хорошее. Nu, tad dodies uz to valsti, kur ir labi. Но человек с мышлением жертвы, он не собирается ничего делать. Вот ему главное, знаете, чтобы его пожалели. Ну да, да, вот такая у нас страна. Cilvēks ar upuru domāšanu, viņš neko nemaz nevēlas mainīt. Viņš labāk turpina gausties. Jā, slikta. Если ты думаешь, что ты пошел не ту профессию получил, сейчас столько много возможностей, чтобы получить другую профессию. Nu, ja tu, piemēram, esi aizgājis izmācīties ne to profesiju, nu, bet šobrīd ir tik daudz iespēju apgūt citas profesijas, ir daudz Если ты semināru. жалуешься на то, что у тебя недостаточно финансов, ну так много сейчас возможностей зарабатывать. Ja tu žēlojies, ka tev nav finanses, nu tagad ir tik daudz iespējas, kur pelnīt. И на данный момент, Dotajā brīdī у нас есть факты, ситуации, mums ir fakti un и situācijas. что есть, то есть, что случилось, то случилось у нас. Kas ir, tas ir. Kas ir noticis, tas ir noticis. С нами, у нас. Ar mums, pie mums. И наша ответственность это, что мы будем делать дальше с этим. Mūsu atbildība ir pieņemt lēmumu, ko darīt tālāk ar to. Окей. И есть одна история. Ir viens stāsts. Одна американская женщина. Viena amerikāņu sieviete. Ее зовут Гарриет Бичер Стоу. Viņu sauc Garija Bičer Stow. Она жила в 70-х годах в Америке. 70. gados viņa dzīvoja Amerikā. В то время, когда было еще рабство не отменено. Tajā laikā, kad vēl nebija atcelta verdzība. И она была чернокожая, у нее была мечта, она хотела проповедовать. Viņa bija tumšādaina sieviete, bet viņa gribēja sludināt. У нее муж был пастором, проповедником. Viņu vīrs bija mācītājs. У нее отец был проповедником. Arī tēvs bija mācītājs. И у нее была мечта тоже, она хотела, чтобы ее голос был услышан. Viņa arī vēlējās sludināt, un viņa gribēja, lai viņas balss būtu sadzirdēta. И она в этой своей мечте не сдавалась. Viņa nepadevās И в savam один sapnim. день ей пришла идея написать книгу. Un vienā dienā viņai ienāca ideja prātā uzrakstīt grāmatu. Ей пришла идея записать книгу. Viņai ienāca ideja prātā uzrakstīt grāmatu. И она написала книгу, Viņa uzrakstīja šo которая grāmatu, называется «Хижина дяди Тома». kuras saucās Дом дяди Тома. māja, tēvoča māja Toma. И это благодаря этой книге целая революция произошла на то время в Америке. Pateicoties šai grāmatai, Amerikā vesela revolūcija izveidojās. Она положила начало борьбе за отмену рабства среди чернокожих в Америке. Viņa ielika pamatus, lai atceltu verdzību Amerikā. И ее история о том, что и какое отношение к чернокожим, разлетелась очень далеко, за пределы Америки, через книгу. Caur viņas grāmatu šis stāsts, šis vēstījums aizgāja tālāk arī par Ameriku. Ее услышали. Viņu sadzirdēja visā pasaulē. И что она сделала? Она просто не согласилась со своей невозможностью, что она не может быть услышанной. Viņa izdarīja ar to situāciju to, ka, ja viņai nebija iespējas sludināt ar šo vēstījumu, viņa nepadevās, bet aiznes tālāk ar šo grāmatu.
Она сделала то, что могла сделать. Viņa izdarīja to, ko viņa varēja. И я хочу поговорить сейчас о причинах мышления жертвы. Какие причины? Es tagad vēlos parunāt par iemesliem, kāpēc ir apstākļu upuris. И первая причина – это низкая самооценка. Pirmais iemesls ir zema pašapziņa. Например, когда, человек не принимает комплименты. Piemēram, kad cilvēks nepieņemam Вот ты komplimentus. говоришь человеку приятные слова, комплименты, Tu cilvēkam saki jaukus vārdus, а он не принимает. Он, нет, это не обо мне. bet Это, viņš to nepieņem. Nē, tas это nav не par я. mani. Tas Это не neesmu es. например, низкая самооценка – это когда у тебя есть пирог, Zema pašapziņa ir tad, kad, piemēram, tev ir но себе ты берешь Кулка. подгоревший кусочек. Всем остальным даешь, допустим, хороший пирог, а себе оставляешь подгоревший кусок. tu sev paņem šo piedegušo gabaliņu, a pārējiem dod labus gabaliņus. Да. И знаете, я сейчас не говорю о том, о служении, ну, я имею в виду, что самое лучшее другим. Я говорю сейчас о самоценности, что себя я люблю, и себе я не подгоревший кусок возьму. Es šobrīd runāju par vērtībām, kad tu sevi necieni, tu vienkārši paņem šo piedegušo gabaliņu un domā par citiem. Некоторые люди, которые работают с начальниками-тиранами, они соглашаются на такое отношение к ним. Cilvēki, kas strādā, kur ir vadība kā tirāni, viņi samierinās ar šo situāciju. Это их выбор. Jo tā ir viņa И это izvēle. говорит о низкой самооценке. Tas nozīmē par to, ka viņam ir zema pašapziņa. Неспособность сказать «нет» – это тоже как грань низкой самооценки. Nespēja pateikt nē, tā arī ir zema pašapziņa. Например, если я вижу, что человек со мной говорит так, как мне не нравится, я ему говорю, со мной нельзя так разговаривать, или со мной можно вот так разговаривать. Я даю понять. Piemēram, ja cilvēks ar manīm slikti runā, es viņam dodu šo ziņu un viņam saku, man nepatīk, kā tu ar manīm runā. Ну, мы к этому еще придем. Pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Второй пункт причины мышления жертвы – это негативное мышление или мировоззрение. Otrais punkts ir negatīvs pasaules uzskats, redzējums. И, например, человек, который идет дождь, он идет по тротуару, его обрызгала машина. Piemēram, cilvēks iet lietainā laikā pa trotuāru un viņi ir apšrakstījusi mašīnu. Он обвинит всех. И машину обвинит, и водителя обвинит. Nu, viņš vainos gan automobīlu, gan vadītāju, И дождь, и ситуацию. gan laiku apstākļus, gan situāciju. Но человек с мышлением жертвы не возьмет на себя ответственность, что он знал, что если он пройдет здесь лужи его брызгают. Cilvēks ar upuru domāšanu neuzņemās uz sevi atbildību, jo viņš jau varēja izvēlēties neiet, jo viņš jau saprot, ka, ja ir pēļķi, tad viņi apšrakstīs. У него все виноваты, кроме него. Viņam viss ir vainīgi, izņemot viņu. Плохо все. Slikti ir viss. Солнечный день – это плохо. Saulaina diena ir slikti. Дождливый день – это плохо. Lietaina diena ir slikti. Всегда плохо. Солнечный день – это жарко. Vienmēr ir slikti, saulaina diena ir karsti. Идет дождь – это мокро. Lietains laiks, tas ir slapji. То есть всегда все плохо. Vienmēr viss ir slikti. Третья причина – это неправильные детские установки мышления. Trešais iemesls – nepareizs bērnības attieksme. Ну, например, человека, которого в детстве ругали много. Nu, piemēram, cilvēku, kur bērnībā ļoti bieži rāja, Родители vecāki критиковали, kritizēja, обесценивали. necienīja.
Он считает уже, что это норма жизни. Viņš uzskata, ka tā ir dzīves norma. И поэтому, когда он устраивается на работу или имеет друзей, которые ему не нравятся, Tādēļ, kad viņš iekārtojās darbā vai viņam он draugi, kas хоть nepatīk, он и страдает, kaut arī viņš cieš, но он ничего не может поменять, потому что для него это норма. bet viņš neko nespēja mainīt, jo viņam tā ir norma, ka tā tam jābūt. Из-за детских вот этих установок. Dēļ bērnības Это как пример, да? uzskatiem. Можно очень много других примеров привести. Var arī daudz cits piemērus. Например, когда родители не давали денег в детстве, Piemēram, ja vecāki bērniem nav devuši naudu bērnībā, да, они всегда критиковали кого-то другого, работодателя, что он плохо платит, или правительство, что вот в такой стране мы живем. šie upuri vienmēr kritizē vadītājus vai valsti, ja, kad viņi ir slikti, rебенок pārāk потом maz вырос. maksā. И ребенок потом вырос и такие же имеет установки. Un izaugot bērns, viņam tieši tāds pats redzējums ir uz to. Всех обвиняет. Visu vainot. Четвертая причина мышления жертвы – это физиологическое состояние, это когда депрессия у человека, и она очень затянулась. Ceturtais ir fizioloģiskais stāvoklis, kas ietekmē prāta stāvokli. Это уже мы говорим о физиологии, когда психика человека, она угнетена. Šeit jau mēs runājam par fizioloģiju, par psihiku. И последний пункт – это непережитое горе и травма, повторяющиеся неудачи. Это тоже формирует мышление вот этой жертвы. Pēdējais punkts ir nepārdzīvotās skumjas, traumas, atkārtotas neveiksmes. Да? Например, повторяющиеся неудачи – это, например, несколько раз тебя уволили с работы, Piemēram, ja tev vairākas reizes ir atlaiduši no darba, и ты уже начинаешь жалеть себя и думать, что это с тобой уже что-то не так. tu jau sāc žēlot sevi un domā, ka ar tevi jau Что ты ar mani неудачник, nav что kaut у kas тебя не kārtībā. получается, что ты, знаете, как в христианстве модно говорить, ты притягиваешь таких начальников, ты притягиваешь таких людей в свою жизнь. Ka man nesanāk, ka visi saka, tas ir, ka tu pats esi vainīgs, ka tu pats pievelc to. И у людей с ментальностью жертвы у них есть скрытая выгода. Cilvēkiem ar mentalitāti slēpto, viņiem tas ir Скрытая выгода. izdevīgi. Izdevīgums. Slēpts izdevīgums. И, например, что значит болеть? Например, если я болею, меня все жалеют. Скрытая выгода. Хорошо болеть, не иду на работу, не гуляю с собакой, лежу пластом, никакой ответственности, мне все звонят, приносят кушать. Да? Piemēram, es esmu slims, visi man tad zvana, kaut ko atnes man, es varu neiet uz darbu, man ir izdevīgi, visi žēlo un rūpējās par mani. Или, например, люди, которые долго живут с мамами, с родителями. Un cilvēki, kas ilgi dzīvo ar saviem vecākiem, ar mammu vai ar tēvu, Которым уже за 40, за kam jau 40. ir jau pāri 40, Да, они тоже могут, им говоришь, создай семью, возьми ответственность, иди на работу. Viņiem saka, es atbildīgs, rad ģimeni, atrod darbu. У них скрытая выгода. С мамой хорошо, мама приготовит, мама постирает, меньше платить за квартиру. Viņam ir slēpts izdevīgums, jo pašam nav jāuzņemās šī atbildība, un viņu vietā kāds cits to izdara. С мамой, с папой. Mama То есть скрытая выгода быть жертвой. Я какой несчастный, я живу с родителями, все плохо. Jā, viss ir slikti. Значит, жертва верит, что весь мир против нее, а победитель верит, что весь мир нуждается в нем.
Upuris tic, ka visa pasaule ir pret viņu, bet uzvarētājs tic, ka победитель. Uzvarētājs. Жертва видит проблему как препятствие, победитель, наоборот, как возможность. Jā. Upuris redz kā šķērsli, bet uzvarētājs kā iespēju. Например, когда пришел COVID, Piemēram, kad bija Covid, знаете, очень много бизнесов расцвело во время ковида. daudz biznesa vai nu uzplauka, vai nu izjuka. Открылись онлайн-магазины, Atvērās online veikali, открылись онлайн-услуги, online pakalpojumi atvērās. открылись IT-сфера возросла очень. IT sfēra izauga. Бизнес продажи маски, Masku biznesa, перчаток, дезинфекторов возрос. dezinfekcijas līdzekļi, То есть это gumijas была cimdi, реальная jā. возможность для людей свой бизнес поднять. У тех, у кого мышление победителя. Jā, kam ir uzvarētāja domāšana, tiem bija iespējas savu biznesu paplašināt. Следующий пункт. Жертва обвиняет весь мир в своих проблемах. Победитель берет ответственность на себя. Jā, tātad upuris visus apvaino, jā. Uzvarētājs atbildību uzņem uz sevi. И победитель, он, когда приходит проблема, он задает себе вопросы, что я могу сделать. Окей, это произошло со мной, что я сейчас могу сделать в этой ситуации? Kad ir problēma, tad uzvarētājs vienmēr jautā, kāpēc un ko man darīt, un kā risināt šo. Например, был такой индус, Даштрахманджихи. Bija tāds cilvēks. Да. И его жена заболела серьезной проблемой, болезнью в деревне. Viņa sieva saslima ar ļoti nopietnu slimību laukos. И из-за места, где он жил, в горах, Viņš dzīvoja kalnos, не было возможности напрямую ее доставить в больницу. un nebija iespēja pa taisno nogādāt viņu slimnīcā. Надо было ехать 70 километров. Vajadzēja 70 kilometrus braukt. И он не успел доехать до больницы, и жена умерла. Viņš neuzspēja aizbraukt līdz slimnīcai, un pa ceļam No. sieva nomira. Ему пришло желание взять ответственность на себя, Bet viņam atnāca vēlme paņemt atbildību uz sevi, чтобы никто больше не умер. lai neviens nekad nenomirtu. Он в горе вот этой сделал проход, чтобы путь укоротить. Lai būtu īsāks ceļš, viņš šajā kalnā uztaisīja tuneli, lai varētu pa taisno iziet cauri. Человек взял ответственность на себя и что-то сделал для улучшения жизни своей деревни. Cilvēks uzņēmās atbildību, un lai būtu vietējiem iedzīvotājiem labāk. А мог бы обвинить всех и все вокруг. Jā, bet varēja viņš arī vainot visus pārējos, bet viņš izvēlējās citu ceļu. Жертва нуждается в поддержке других, чтобы добиться успеха. Победитель добивается успеха с тем, что имеет на данный момент. Upurs vienmēr gaida palīdzības no citiem, lai citi viņu vietā izdara un žēlo, bet uzvarētājs izmanto to, kas viņam ir šobrīd. И была одна женщина, она была безработной после развода, осталась безработной. Bija viena sieviete, kur palika bez darba, un viņa arī šķīrusies. Ей подарили собаку, Viņai uzdāvināja sunīti. и у нее даже не было денег, чтобы купить ей корм. Viņai pat nebija naudiņas, lai nopirktu barību sunim. И она узнала об одном фотоконкурсе. Viņa uzzināja par vienu fotokonkursu. За лучшую фотографию своего питомца дают награду, это большую пачку корма, много корма. Par labāko
savu maizdzīvnieku fotografiju, balvā var saņemt lielu paciņu barību. И она попробовала Un viņa pamēģināja и выиграла конкурс. un uzvarēja šo konkursu. А могла бы сказать, что там этот конкурс, ерунда, чушь какая-то. Bet varēja pateikt, kas pa konkursu kaut kādas muļķības un tā tālāk. Могла бы впасть в самосожаление. Jā, un Ой, varēja, у меня нету денег даже на собаку, чтобы покормить. varēja iekrist nožēlā, man nemaz nav naudas, ko pabrot sunīti. Жертва никогда не удовлетворена, ищет большего. Победитель всегда благодарный. Upurs vienmēr ir neapmierināts un nepateicīgs, bet uzvarētājs vienmēr meklē izēju un ir pateicīgs. Благодарность, она притягивает людей в нашу жизнь. Pateicība piesaista cilvēkus И mūsu она dzīvē. притягивает чудеса в нашу жизнь. Viņa piesaista brīnumus mūsu dzīvē. И да, чудеса, благословения в целом. Brīnums, svētību. А победитель сам берет ответственность на себя. Uzvarētājs atbildību ņem uz sevi. Я помню, я говорила с одним человеком, Es atceros, ka es runāju ar vienu cilvēku. и ему уже почти 40 лет. Viņam jau 40 Он gadi. работает в сфере недвижимости, маклер. Viņš strādā nekustamo īpašumu sfērā, И mākslinieks. он, знаете, обвинял своих родителей, вот ему не додали образование, Viņš vainoja savus vecākus, ka viņi nav iedavuši viņam какой он izglītību, бедный, несчастный. cik viņš ir nabadzīgs un nelaimīgs. Но перед тобой открыты уже возможности, ты уже маклер, ты можешь сам строить свою жизнь. Bet Не надо обвинять, то, что не получилось, и смотреть назад. viņam jau ir šīs atvērtās durvis, viņam ir šīs iespējas, viņš var to darīt, bet tai vietā viņš visus vaino. Жертва живет за счет других. Мне, все мне. Победитель живет, чтобы делать счастливыми других людей, благословить. Upuris dzīvo uz citu rēķinu, visu man, bet uzvarētājs dzīvo, lai pateiktos un dāvātu citiem И iespējas. человек, который в состоянии жертвы долго находится, Cilvēks, kurš ir ilgā upuru stāvoklī, он отталкивает людей, viņš atgrūž не cilvēkus, привлекает. viņš nepiesaista viņus. Жертва всегда осуждает и обвиняет. Кого-то это я уже говорила. Jā. Upuri vienmēr, teiksim, visu parasti apvaino un pārmet visiem. И мы пришли к тому, Mēs nonācām pie tā, чтобы нам понять, lai mums saprastu, как же нам не быть, наконец, этой жертвой. kā tad mums nebūtu par šo Это, upuru наверное, самый apstākļu. главный вопрос, да? Tas ir pats galvenais сегодня. jautājums uz šodien mums. Как же нам не быть этой жертвой, как нам не чувствовать себя жертвой в определенных ситуациях. Kā nebūt apstākļu И upurim un самое neatrasties šeit. первое, это надо посмотреть на себя и на свою реакцию, и на ситуацию прямо здесь и сейчас. И признать это. Окей, это со мной произошло. Pats galvenais paskatīties uz sevi un atzīt, jā, es esmu šī apstākļa upuris. Например, почему я терплю то, что мне не нравится? Задать себе честный вопрос. Piemēram, uzdot sev jautājumu, kāpēc es ciešu, kas man nepatīk? Быть честным с собой. Būt godīgam ar sevi. Или почему у меня, например, какая-то негативная эмоция просыпается? Kāpēc manī mostās kaut kāda negatīva emocija? Или почему это происходит со мной? Kāpēc tas notiek ar mani? Задать себе вопрос, признать, что это да, это случилось со мной, это со мной происходит. Uzdot sev šo jautājumu un atzīt. Второе, Otrais. это осознать ценность нашу. Pieņemt mūsu vērtību.
Бог нас создал значимыми и ценными людьми. Dievs mūs ir radījis par īpašiem, svarīgiem cilvēkiem. Знаете, я думала, размышляла. Es domāju un analizēju. Смотрите, Иисус умер за нас, отдал свою жизнь за нас. Jēzus nomira un atdeva savu dzīvi par Я mums. подумала, за кого бы я отдала свою жизнь? Un es padomāju, par ko es atdotu savu dzīvi. И я подумала, я бы отдала за того, кто ценен для меня. Es padomāju, ka es savu dzīvi atdotu tam, kas man ir vērtīgs. И представляете, насколько Бог, Он ценит каждым из нас. Iedomājieties, kā Dievs, Viņš katru mūsu И даже vērtē грешниками, un кто ciena. еще в грехе, там, во тьме. Pat arī grēcinieki, kas ir tumsā. Знаете, как классная фраза есть, что грешники — это просто люди, которые еще не знают, что Бог их любит. Ir superīga frāze tāda, ka grēcinieki ir tie, kuri vēl nezina Dievu. Да мы привыкли грешники, а разницы-то нет. Просто одни мы знаем, что Бог нас любит, да, и имеем откровение о Боге, об Отце, а кто-то еще не знает этого. Nu, jā. Mēs zinām, ka Dievs mūs mīl, bet kāds cits to nezina, ka Dievs mīl visus, arī pat grēcinieku. Да? То есть нам нужно осознать ценность, свою ценность, насколько мы ценные. Mums ir jāapzinās savu vērtību, cik mēs esam vērti. Следующий пункт — это открыто говорить о своих намерениях и о том, что ты думаешь. Nākošais punkts ir atklāti runāt par to, ko tu domā, ko tu vēlies. Знаете, есть разные способы открыто говорить. Кто-то открыто говорит и в такие конфликты впадает, конфликтует, орет. Открыто говорит. Ir dažādi veidi, kā atklāt runāt. Ir pārāk atklāti, ka viņi iekrīt konflikta situācijās. Но можно говорить спокойно. Bet var arī runāt mierīgi, atklāti. Что нравится, что не нравится. Kas patīk, kas nepatīk. Например, в магазине Piemēram, veikalā. Жертва, как она говорит, можно ли я обменяю товар? Kā upuris saka, varu es apmainīt То есть preci. сомневается, можно, нельзя. Ka viņš šaubās, var vai nevar. Но человек-победитель, он скажет, перед фактом поставит: я хочу вернуть деньги, допустим, мне не подошла куртка или костюм. Un cilvēks atkal uzvarētājs cilvēks, viņš nostādīs pie fakta, viņš teiksim, man nepatika šī kurtka, vēlos viņu samainīt šo jaku. Или, например, вот у кого браки есть, кто в браке, Kas ir laulībā? можно по-разному спрашивать, договариваться. Можно, знаете, как жертва спрашивать, да? Можно ли я куплю там себе дорогую вещь? Можно ли я поеду в ту поездку? А можно говорить, что я планирую купить такую вещь, я планирую поехать в поездку, а не как, знаешь, как жертва, которая можно ли. Piemēram, laulībā, var dažādi runāt. Piemēram, upuris viņš jautās, vai es varu to, vai var to. Bet, piemēram, uzvarētājs, jā, teiksim tā, laulībā viņš saka, man ir ieplānots tas un aprunāt to. То есть человек с достоинством, он всегда будет четко говорить, что он хочет и как он хочет. Cilvēks ar vērtībām, viņš pārliecinās runās, jo viņš zina, ko viņš vēlās. Без оправданий. Bez kaut kādiem attaisnojumiem. И вины какой-то не Vai ir kādu vainas apziņu. Droši. И знаете, и люди, они на самом деле уважают наше мнение, когда мы четко говорим, что нам нравится, что нам не нравится, что мы хотим, что мы не хотим. Cilvēki parasti ciena tos, kas pārliecinoši runā un sev pasniedz, jo viņiem ir skaidrība. Мы все взрослые люди, нам не нужно спрашивать разрешение на что-то. Mēs visi esam pieauguši cilvēki, un mums nav nepieciešams kādam jautāt atļauju. Следующий пункт.
Не делай того, чего не хочешь. Nākošais punkts - nedari to, ko nevēlies. Например, кто-то дает в долг, а он не хочет давать в долг. Piemēram, kāds aizdod, bet viņš negrib aizdot. Ну, из-за вот состояния какой-то, знаете, как вины, да, Un tas vainas или apstākļus какой-то ложной ответственности. vai kaut kādu melu Ты даешь в atbildību, долг. tu dodi šo, aizdod cilvēkam. Или, например, ты знаешь, ты не хочешь говорить с человеком, который постоянно жалуется. Nu, piemēram, tu negribi runāt ar cilvēku, kas visu laiku gaužās. Но ты говоришь с ним постоянно, поддерживаешь эту дружбу, эти отношения. Bet tu turpini ar viņu runāt un uztur attiecības ar viņu. Или делаешь то, чего не хочешь делать в ущерб себе. Vai dari to, ko И negribi? предаешь себя этим. Nu jā, tu dari to, ko tu negribi, tā kā tu ej pret savu gribu. И мы должны, знаете, как давать, помогать другим с чувством счастья внутри, что мы обогащаем чью-то жизнь. Mums citiem ir jāpalīdz ar tādu prieku, teiksim, ja tu dod, tad dod ar prieku. Если ты даешь в долг человеку, ты решил, что ты будешь одалживать. Знаете, как моя мама говорила, что отдавай в долг, если ты готов эту сумму потерять. Вот представь, что тебе ее не отдадут. Можешь ты дать в долг? Окей, тогда давай. Aizdot naudu cilvēkam, tad tev ir jāpieņem šis lēmums, ja tu esi gatavs. Un kā mana māma teica, ja tu cilvēkam esi nolēmis iedot, tad tev pastāv iespēja, ka viņš var arī neatdot. Tad tu arī pieņem lēmumu, pat ja arī viņš neatdos, bet tu viņam viņu iedod. Sanāk tā. Un ka negaida atpakaļ. И, знаете, мы должны поступать не из-за чувства вины. Mums nav jārīkojās vainas apziņas. Чувство вины, оно не от Бога. Vaiņa apziņa nav no Dieva. Но мы должны поступать по свободной воле. Или хотим благословить, или не хотим. Mums brīvprātīgi jārīkojās, vai nu mēs gribam svētīt, vai mēs negribam И если ты svētīt. не хочешь, Бог не осудит тебя, то, что ты не хочешь. Ты не хочешь, все. Ja tu negribi, tad Dievs tev nesodīs. Ja tu negribi, tad nedari to. Следующий пункт. Nākošais punkts. Требуй качественного выполнения услуг. Сейчас я поясню, что это. Jā. Nākošais punkts. Pieprasi kvalitatīvu attieksmi, darbu, visu. Например, Piemēram. знаете как? В магазин зашел, вот недавно моя бабушка, вот неделю назад рассказала мне. Piemēram, nedēļa atpakaļ man vecmāmiņa pastāstīja, Она viņa iegāja veikalā, живет в Юрмале, viņa dzīvo Jūrmalā, и она рассказала, что ее 2 раза подряд на кассе в Максиме хотели обсчитать. Viņa pastāstīja, ka 2 reizes maksimā viņu tā kā kasē vairāk paprasīja naudiņas no viņas. То есть требовали деньги на 3-4 евро больше не за то, что она купила. Pieprasīja 4 eiro vairāk nekā viņa bija preci paņēmusi. И знаете, человек с мышлением жертвы, Un cilvēks ar upuru domāšanu, он бы сказал, заплатил я там 3-4 евро, ну ладно, не буду разбираться. viņš pateica, tā, samaksāja tos 4-3 eiro, labi, es tur neņemšos А ar человек с to. мышлением «я не жертва» Bet cilvēks ar domāšanu, es neesmu upuris, пошел и выяснил. aizgāja И un спросил, noskaidroja. почему вы так сделали. Pajautāja, kāpēc jūs tā И ей rīkojāties. 2 раза вернули эти деньги Un viņai šīs 2 reizes arī atgriež за šo то, что naudu она не покупала. par to, ko viņa nebija iegādājusies. То есть не надо, знаете, если ты видишь какую-то несправедливость или что-то с тобой, например, начальство неправильно поступает или кто-то. Piemēram, vadība ar tevi slikti rīkojās ar tevi vai kādi draugi. Это пример. Piemēram.
да, надо, подойти и сказать. Vajag pieiet un pateikt. И тем более мы все живем в семьях. Tīpaši mēs visi taču dzīvojam Тем более, ģimenēs. если что-то не нравится или что-то Ja kaut kas прозвучало как-то странно. nepatika vai kaut kā slikti skanēja, Подойди и скажи. Pieej klāt un pasaki. Потому par что to. мы все социум. В церкви мы социум. На работе это социум, это люди вокруг. Mums cilvēki visapkārt ir, un mums jāmāk socializēties. Да, и нам нужно уметь разговаривать. Jā, mums jāmāk runāt. Следующее, как не быть жертвой, это перестать винить себя и других людей. Nākošais punkts, kā nebūt apstākļu upurim, pārtraukt vainot sevi un citus. Чувство обвинения, оно забирает нашу энергию. Apvainojot vai sajusties apvainot un paņem mūsu enerģiju. Никто не безгрешен, все могут ошибаться. Neviens nav negrēcīgs, visi var kļūdīties. И это надо понимать, что все могут ошибаться. Tas ir jāsaprot, ka visi mēs varam kļūdīties. И вместо того, чтобы тратить энергию на обвинение и на осуждение и хранить ее в сердце, Tajā vietā, lai tērētu laiku apvainojumiem, надо тратить наши силы на то, чтобы думать, что я могу сделать в этой ситуации. vajag tērēt laiku tam, ko es varu izdarīt, izmainīt šajos Знаете, потому что apstākļos. люди, которые нас обижают или обидели, да, Cilvēki, у kas них mūs все apvaino, хорошо, но нам плохо. viņiem viss ir labi, bet mums jau ir И slikti. мы ответственны за свою Un реакцию. mēs esam atbildīgi par savu reakciju. Будем ли мы оставаться в этой Vai победе? mēs paliksim šajā apvainojumu apstāklī, vai no viņas iziesim. И знаете, очень хочу сказать насчет силы слов. Gribu pateikt par vārdu spēku. Как я говорила, человек с мышлением жертвы, он постоянно жалуется и всех обвиняет. Kā jau es teicu, apstākļa upuris vienmēr žēlojās un visu apvaino. И обычно у этих людей есть привычка такая. Bieži vien Привычка cilvēkiem жаловаться. tas ir tāds ieradums. И знаете, слова, они очень важны, потому что слова, что мы постоянно произносим, они создают атмосферу. Vārdi ir ļoti svarīgi, jo tos vārdus, ko mēs izsakam, viņi rada šo atmosfēru. И знаете, может, мы просто так, на эмоциях что-то говорим. Mēs varam kaut ko emocijās vienkārši Но pateikt. потом, если постоянно говоришь, ты начинаешь в это верить, что это так. Bet, ja tu pats tā visu laiku par to runā, tu jau pats sāc noticēt Потом tam. это становится так. Un tā arī kļūst pēc tam. И Слово Божье нам много говорит о силе слов. Dieva vārds runā ļoti daudz par vārdu Что spēku. вообще-то весь мир Бог Словом сотворил. Насколько это имеет силу, что мы говорим. Visu pasauli Dievs radīja ar vārdu, un vārdam ir liels spēks. И перестать винить других, взять ответственность за свою жизнь. Pārtraukt vainot citus un uzņemties atbildību par savu dzīvi pašam. Это, знаете, как? Когда берешь ответственность на себя, становится легче жить. Kad uzņemies atbildību sev, tev kļūst vieglāk dzīvot. Ты не ждешь, у тебя нету больших ожиданий от других людей. Tu negaidi, un tev nav liels gaidīšana no citiem. И поэтому у тебя меньше обид, меньше претензий, меньше надежд и зависимости от других людей. Mazāk aizvainojumu, mazāk pretenzijas pret apkārtējiem. И это факт. Tas ir fakts. Следующий пункт, и мы уже скоро закончим. Drīz jau beigsim. Это перестать привлекать чужое внимание жалостью к себе. Pārtraukt piesaistīt citu uzmanību uz sevi. И знаете, если вы хотите пожаловаться кому-то, Ja jūs gribat kādam pažēloties, пусть у нас будет
близкий друг или человек, кому мы можем поделиться. Labāk, lai mums ir kāds tuvs cilvēks, Пусть у нас kam будет в mēs varam жизни padalīties, пастор, lai mūsu dzīvē ir mācītājs, да, ну, человек, которому ты можешь пожаловаться и который скажет истину тебе, кто ты. cilvēks, kuram tu vari padalīties, ne pažēloties, bet padalīties, un kas tev var pateikt patiesību. Истину, что Бог думает о тебе Patiesību, ko Dievs domā par tevi и о твоей ситуации. un par tavu И как situāciju, вообще со стороны все выглядит. un kā tas no malas izskatās, Да? Истину, что ты благословен. ka tu esi svētīgs. Истину, что тем, кто любит Бога, все содействует ко благу. Patiesība visi Все содействует ко благу. visi iet uz labvēlību. И истину, что лучшее в Боге ждет впереди. Да. Patiesība, kad Dieva ceļi ir paši brīnišķīgākie. И перед каждой ситуацией жизненной, да, у нас есть выбор, и мы можем задавать себе вопрос, чему эта ситуация, она меня учит или может научить. Katra situācija mūsu dzīvē mums jāuzdod jautājums, ko šī situācija mums dod Что я могу сделать? un ko es varu izdarīt. Для чего мне эта ситуация Kam нужна? dēļ man šī situācija? И очень важно жить здесь и сейчас. Ir ļoti svarīgi dzīvot tagad un šeit. То, что произошло в прошлом, оно уже произошло. Kas notika, tas jau notika pagātnē. Это, знаете, как зеркало заднего вида в машине. Tas ir tā kā spogulīts aizmugures skatījumā. Если ты смотришь в зеркало заднего вида в машине, ты далеко не уедешь. Ты назад смотришь. Ja tu skaties spogulītī, tad tu redzi aizmuguri un tu uz aizmuguri brauks, tu uz priekšu Хотя nevarēsi. ты едешь вперед. И зеркало, оно впереди. Jā, bet it kā tu brauc uz priekšu, Но никуда не движешься. bet nekur tu nevari izkustēties. То есть, застревая в прошлом, Iesprūstot pagātnē, и старых событий, мы никуда не идем. ar vecām dzīves situācijām mēs nekur nevaram aiziet. Следующее — научиться хвалить себя. Nākošais - mācēt sevi uzslavēt. Надо записывать, кому тяжело хвалить, просто записывай свои победы каждодневно. Ja kādam ir grūti sevi slavēt, tad vajag pierakstīt savus uzvaras. Записывай, что Бог думает о тебе, что Он говорит о тебе. Pierakstīt, ko Dievs domā par tevi. Что Он говорит в пророчестве о тебе, в пророческом слове. Ko viņš tev pravieto. И найдите людей или друзей, или служителей, которые постоянно будут напоминать вам, кто вы во Atrodiet Христе, draugus, kalpotājus, kas patstāvīgi jums atgādinās, kas jūs esiet. вашу веру в себя. Jēzu, lai paceltu jūsu ticību, Веру в себя и ticību веру sevī в Бога. un ticību Dievam. И этот человек, вы можете высказаться ему все как есть, как вы чувствуете, что думаете. Un uz šo cilvēku jūs varat paļauties un Друг-служитель, он izteikties viņam, никогда ko нас jūs не domājat. осудит. Draugs vai kalpotājs nekad mūs nenosodīs. Да, и в конце концов Богу можно все высказать. Un primāri jau Dievam visu izteikt. Поставить цель и план. Uzlikt mērķi, veidot plānu. Цели в жизни, они помогают не циклиться на каких-то мелочах или проблемах. Šie mērķi palīdz neieciklēties kaut kādās problēmās. Цели жизни помогают идти вперед. Dzīves mērķi palīdz iet tālāk dzīvē Переступать многие вещи. un pārkāpt daudz
lietas. Следующий пункт – это Nākošais punkts. перечислить свои обиды Nu, и отдать все Богу. uzskaitīt visus savus aizvainojumus un atdot Dievam, И простить всех, кто нас обидел. un piedot visus, kas mūs ir aizvainojuši. Аминь. Amen. И знаете, есть такая притча о лягушках. Ziniet, ir tāds Повеселю вам jā, две притчи teiciens par расскажу, которые я прочитала. vardītēm. И, знаете, две лягушки в сметане. Divas vardītes, teiksim, saldajā pienā. И одна билась ножками в банке. Сметана в банке две лягушки. Билась ножками. И потом сметана превратилась в сливки в масло, и лягушка на свободу выбралась. А вторая лягушка свесила лапки, все, я жертва, я утонула. Nu jā, burciņā viena vardīte kustināja savus kājiņus un padevās, un viņa noslīka. Otra vardīte ar kājiņām kustinot, uzkūla to saldo krējumu, kas pārvērtās par putu krējumu, un atsparoties izlec ārā no tās burciņas. То есть мы победители, Mēs у uzvarētāji, нас есть способность что-то сделать mums ir spēja kaut ko в izdarīt конкретной проблеме или в ситуации. konkrētā situācijā. И, знаете, вера, Ticība, Бог дал нам себя, Dievs devis mums sevi. Бог дал нам своего духа. Dievs ir dāvājis mums savu garu, И у нас нету вообще никаких отговорок, что мы жертва ситуации. un mums nav nekāda attaisnojuma vispār, ka mēs varētu būt apstākļu upuri. Благодаря живому общению Святого Духа с нами. Pateicoties ar dzīvā svētā gara Вообще нету ни одной attiecībām. ситуации в Боге, Mums nav neviena situācija Dievā, которую Бог бы не мог бы разрешить и развернуть в нашу пользу. kuru Dievs nevarētu izmainīt. У нас Un есть привилегия, и мы отличаемся от людей этого мира. Аминь. mums ir privilēģija, un mēs atšķiramies no pasaules cilvēkiem šajā dzīvē, Аминь. pasaulē. Это все, чем бы я Amen. хотела поделиться. Tas ir viss, ar ko es vēlējos padalīties. И мы заканчиваем этот семинар. Un mēs beidzam šo semināru. У нас был такой, знаете, новый формат. Mums bija tāds jauns formāts, Это не как служение, ne kā kalpošana, это как семинар. vairāk kā seminārs. Поэтому я очень надеюсь, что мы сегодня приобрели практические навыки, Tāpēc es ceru, ka mēs šodien kaut kādas iemaņas ieguvām. да, и у нас есть сила, благодаря Святому Духу, не быть жертвой Un mums ir обстоятельств. spēks, pateicoties svētajam garam, И мы nebūt par šiem заканчиваем upuriem. сейчас нашу запись. Un mēs beidzam tagad mūsu И я бы ierakstu. хотела спросить, может быть, у нас есть люди, которые бы могли бы поделиться каким-то примером из жизни, кто жертва, кто не жертва, ну, кто был в ситуации жертвы и как вы с этим справились, если хотите. Jā. Es vēlētos pajautāt, varbūt ir kādam vēlme padalīties ar savas Да. dzīves situāciju, kur tu esi bijis par upuru. Или, например, вы поняли сегодня, что вы жертва какой-то ситуации, или вы поняли, как поступать надо, как не надо. Vai arī jūs sapratāt, ka jūs esiet apstākļu upuris, vai arī jūs sapratāt, ka jūs ziniet, kā rīkoties, podelīties? kā iziet no situācijām. Kas ir gatavs padalīties? Кто хочет поделиться? Kurš Никто? vēlās padalīties? А? Просто это, знаете, как все практично. Nu, Ну, tas viss ir praktiski. окей, yeah. Yes, as I already said it.